Максимальное количество заболевших коронавирусом зарегистрировано в Башкортостане. Более 4000 случаев. Это данные Минздрава Республики. При этом на амбулаторном лечении сейчас находится более 25 тысяч человек. Что такое омикрон? Новый штамм коронавируса обсудим прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня наш гость, заведующий кафедрой БГМО Антон Тюрин. Антон Викторович, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что вы пришли к нам на программу. Итак, ждем от вас подробностей, что такое новый штамм коронавируса омикрон. Коронавирус в очередной раз смог нас удивить, потому что вот в прошлый раз, когда мы общались, это было чуть более 2 месяцев назад, мы только готовились к его появлению, и акцент, конечно, делали на усиление стационарного, госпитального этапа, поскольку боялись увеличения госпитализации, увеличения летальности, и не было понятно, как это будет все происходить в целом. Но на самом деле вот те незначительные изменения в структуре наследственного материала, генома вируса, которые были выявлены учеными еще с самого начала, они очень сильно изменили клиническое течение и характеристики вируса. И два основных изменения – это то, что он стал гораздо более, по-простому сказать, заразным, то есть у него уменьшился инкубационный период, у него значительно увеличилась скорость репликации, то есть он самособирается гораздо более быстро. Это вот в исследованиях уже установлено относительно прошлых штаммов, но вместе с этим он очень сильно потерял, скажем так, в смертоносности. То есть тяжесть заболевания, она стала сопоставима с большинством сезонных ОРВИ. Если раньше 2 недели примерно длился вот этот инкубационный период, сейчас 3-4 дня. 3-4 дня. Нередки случаи, когда через 2 дня первые симптомы появляются. Клиника, она тоже стала достаточно типичной. Акцент переместился на верхние дыхательные пути. Если предыдущие штаммы, предыдущие волны, они рано или поздно так или иначе затрагивали нижние дыхательные пути, в частности легкие, с развитием вот этой коронавирусного поражения легких, которые мы по привычке называли пневмонии. Сейчас процент развития поражений легких крайне маленький, он есть все равно, но даже при определенном проценте он крайне редко приводит к развитию дыхательной недостаточности. Это обусловлено вторым моментом изменения патогенеза вируса. У него уменьшилась способность, вероятнее всего, вызывать некие такие вот сосудистые осложнения, тромбозы. То есть вот тропность к эндотелию, к внутренней выстилке сосудов уменьшилась. И поэтому вот он сейчас сконцентрировался в верхних дыхательных путях. Это ротоглотка, это крупные бронхи, это трахея. Соответственно, и клиническая картина немножечко изменилась. Это кашель, это боль в горле. Достаточно часто слизистые выделения из полости носоглотки, ринорея так называемый. То есть все типичные признаки нашей сезонной ОРВИ, то, что мы называем простудой или насморком. И отличить бывает возможно только при прохождении ПЦР-тестирования, но с учетом вообще вот эта волна, она, конечно, вектор изменила очень сильно в сторону амбулаторного звена. И огромная нагрузка обрушилась на амбулаторное звено всей России, Башкирии, Уфы в частности. Надо сказать, с честью выдержали, вот мое субъективное мнение, с честью выдержали это испытание, потому что такой колоссальной нагрузки я не помню, и, наверное, более старшие коллеги, они тоже вряд ли что-то смогут вспомнить подобное. Такой уровень подъема заболеваемости за короткий период, потому что взлетела заболеваемость буквально в течение недели, максимум 10 дней. Да, конечно, где-то были задержки, где-то были очереди, но нужно понимать, что идеально отработать такую ситуацию в принципе невозможно. Это сам факт, что система не была парализована, да, она со сбоями, где-то в режиме ручного управления, где-то в аварийном режиме, но она работала. И в целом я считаю, что это испытание мы самое тяжелое прошли, то есть мы вышли на некое плато. Безусловно, здесь старания всех медработников, старания администрации, республики, и Министерства здравоохранения. Большой вклад внес и медицинский университет, потому что у студентов отменили каникулы, у ординаторов отменили каникулы, все были брошены на усиление оказания именно первичной медицинской помощи на разные уровни, в зависимости от компетенции, вплоть до студентов первых курсов, какие-то вот такие технические, немедицинские моменты, и старшие курсы, ординаторы, которые уже могут
такой как помощники врача осуществлять деятельность. То есть руководство университета, оно всегда, в принципе, эту ситуацию с самого начала пандемии контролирует. И где есть проблемные моменты, всегда на помощь приходил это госпиталь клиники. А сейчас это сотрудники клиники, они работают в формате помощи первичному здравоохранению и в формате бригад. То есть были сформированы в университете по приказу ректора бригады, порядка 10 бригад, более 20 человек разных компетенций, с администратором опытным, с многопрофильными, так сказать, специалистами, которые в случае необходимости могут полностью закрыть персонал любого учебного учреждения в красной зоне, будь то амбулаторное или стационарное, потому что на первом этапе, да и сейчас, к сожалению, болеют и медработники, и это тоже накладывает такую некую дополнительную сложность. Порядка 6% это данные Минздрава тоже. Сложно сказать на самом деле, да, 6% я бы еще, возможно, даже по нижней границе сказал, потому что мы все видим, понимаете, то есть в любом коллективе, в любом учреждении, то есть если раньше, да, тоже 1-2 человека, периодически кто-то был на больничном, сейчас это приняло некий массовый характер. Спасает только то, что продолжительность болезни, она существенно сократилась, большинство активно болеют 2, 3, 4 дня, да, возможно, по-прежнему лихорадка, но она быстро проходит, то есть на фоне симптоматического лечения, некоторый период еще пациенты чувствуют остаточные какие-то явления, кашель, слабость, но они тоже достаточно быстро проходят, опять-таки в сравнении с прошлыми волнами, и сейчас с учетом нагрузки на лабораторное звено, с учетом нагрузки на первичную систему, даже перестали, так сказать, не является необходимым повторное ПЦР-тестирование для, так сказать, возвращения человека в социум, в коллектив, к работе и так далее. То есть, если у него был положительный ПЦР, он лечился более 7 дней и у него нет активной симптоматики, он может без повторного ПЦР-тестирования закрывать листок нетрудоспособности и приступать к своим обязанностям. И это, наверное, обоснованно, потому что действительно и сроки примерно такие, и к этому времени способность именно заражать, она по таким пока эмпирическим данным наблюдениям, она падает. То есть сейчас другая, скажем так, не то что проблема, другой важный момент хотелось бы мне отметить относительно прошлых волн. То есть если раньше мы береглись от тяжелых осложнений, от возможной госпитализации, сейчас, с учетом того, что клиника протекает по-другому, тяжесть меньше, сейчас я бы хотел призвать всех наших зрителей от избыточного лечения, поскольку практика и зарубежная, и наша показывает, что в большинстве случаев нет необходимости в применении, допустим, сильнодействующих противовоспалительных препаратов. Не всегда даже нужна такая специфическая тиотропная терапия, именно противовирусная. Вспомните, как мы всегда лечили ОРВИ. Постельный режим, обильное питье, симптоматические жаропонижающие противовоспалительные средства, самые базовые, самые банальные. И, как правило, в 80-90% этого хватает. То есть здесь уже не нужны кроверазжижающие препараты, здесь не нужны глюкортикоиды, кроме одного нюанса. Они хорошо себя сейчас зарекомендовали в виде в варианте ингаляционного применения. То есть Антон Викторович, давайте скажем, что рекомендуем все-таки под присмотром врачей. Безусловно. Любое лечение. Конечно. Остается буквально 3 минуты. Стоит ли ожидать следующих волн коронавируса, если мы видим, что от тяжелых, от очень тяжелых случаев к более легким формам заболевания вот 5-й волне пришло, что может быть дальше? Сейчас, на мой взгляд, основной вопрос, два основных вопроса. Во-первых, насколько длительный будет иммунитет от именно омикрона. То есть, если будет его хватать где-то на 3 месяца, и будем ли мы болеть каждый квартал, это большой вопрос. Если на дольше, то, возможно, он выпадет из циркуляции в популяции большой и превратится в сезонное РВИ. Будет новая мутация, вы видите, мы ждали одно, пришло другое, то есть прогнозов вообще уже насколько оправданно давать прогнозы. Себе дороже. Себе дороже, да. То есть теоретически возможно все, но в целом тенденция к уменьшению тяжести течения даже с учетом увеличения заразности, это считается положительной тенденцией. В чем заслуга? Вакцинация, реакция в целом медицинского сообщества, почему так?
Если коротко, пожалуйста. Я думаю, это некая эволюция вируса. То есть в некотором этапе повезло. Плюс вот иммунитет от дельты, от предыдущих волн, он, к сожалению, не совсем спасает от омикрона. Но последние научные данные, которые опубликованы буквально вот в конце января 2022 года, у людей, имеющих иммунитет к дельте, вакцинированных или переболевших, и переболевших омикроном, общий суммарный иммунитет, в том числе против предыдущих вариантов вируса, увеличивается. То есть шанс заболеть тяжелым вариантом, он меньше. Поэтому вакцинация, ревакцинация по-прежнему остаются значимым способом профилактики. Не нужно забывать и о мерах индивидуальной защиты. И дальше будем, так сказать, действовать сообразно здравому смыслу, как нам ситуация, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Сейчас нужно пройти вот этот вот этап общего, так сказать, повального заболевания. Это больше ударило даже, может быть, не по медицинской, где-то по социальной сфере, где-то работа учреждений. Но в целом госпитализация, летальность существенно ниже, что не может, в принципе, не радовать. Сейчас мы ожидаем весной еще заболеваемость, да, какой-то высокий уровень. Потом лето у нас, как обычно, спад. Да, это, судя по прошлым годам, я говорю, могу ошибаться, если что, вы поправите. И следуем осенью тоже надо быть предельно бдительными, так или нет? Если говорить по омикрону, едва ли будет повышение именно весной, потому что как раз тогда будет формироваться все больший процент именно переболевших. Но не нужно забывать про сезонные инфекции. Недавно была волна гриппа в Уфе, мы это тоже помним. Поэтому некое повышение общей заболеваемости будет, но не в контексте именно вот ковида и омикрон штамма. И он, я думаю, будет потихонечку сходить на нет до какого-то момента. Возможно, потом новые изменения, но мы о них узнаем дальше. И вакцинация детей, подростков, которая сейчас уже началась, порядка 3000 доз в Башкортостане, дети вакцинированы, и по данным министра здравоохранения Максима Забелина все хорошо, да, жалоб, осложнений нет, это все зафиксировано. Ваше мнение по этому поводу? Вакцинация детей и подростков обусловлена тем, что дети и подростки начали все больше болеть, и больший процент именно вот тяжелого варианта, который мы, в принципе, в начале пандемии не рассматривали. Своевременный ответ сейчас. Да, своевременно, я бы сказал, даже превентивный ответ. И второй, выключить вот эту достаточно большую прослойку из циркуляции вируса, что ускорит, в принципе, завершение эпидемии и пандемии. Вот эти две цели, которые сейчас вакцинацией преследуют. Спасибо вам большое, Антон Викторович. Всегда очень интересно вы говорите, приятно слушать. Не только мне, но и нашим телезрителям. Спасибо. Сегодня нашим гостем был Антон Тюрин, заведующий кафедрой БГМО. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.